Ассаламу алейкум и всем мира! В нашем предыдущем выпуске мы говорили о первом хане Казанского ханства, его основателе Улуг-Мухаммаде. Сегодня же поговорим о Казанском ханстве после его правления. Поехали! Хан Мухаммад скончался вскоре после возвращения в Казань из Нижнего Новгорода. Он имел трех сыновей – Махмуда, Касыма и Якуба. В 1445 году царевичи Махмуд и Якуб участвовали в русском походе, а в 1446 году Касым и Якуб действуют с войском в России. Касым остается в России в качестве удельного князя Мещерского юрта на Оке. Якуб же упоминается под 1452 год как участник русского похода на Вагу и Кокшеньгу. После смерти Улуг-Мухаммада на ханский престол вступил старший сын его Махмуд, которого источники иногда называют уменьшительным именем Махмутек. Будучи царевичем, Махмуд принимал видное участие в деятельности своего отца. Ему принадлежало главное командование в знаменитой Суздальской битве, в которой был взят в плен великий князь московский Василий. Русские летописи часто упоминают Махмуда рядом с его отцом и даже Белевскую победу. Некоторые летописцы приписывают не одному лишь Улуг-Мухаммаду, но с сыном со своим Маматяком. Некоторые ученые, в частности Вельяминов Зернов, приписывают даже самое основание Казанского ханства хану Махмуду, а не Улуг-Мухаммаду. С этим нельзя согласиться, так как если бы, даже оставаясь на этой точке зрения, допустить, что до 1445 года Улуг-Мухаммад и Махмуд жили не в Казани, а, например, в Нижнем Новгороде, то и в этом случае необходимо будет признать, что самостоятельное татарское государство в Среднем Поволжье в 1438-45 годах уже существовало, и организатором его являлся хан Улуг-Мухаммад. Казанский летописец, историческая повесть, созданная во второй половине XVI века, приводит совершенно невероятное сообщение об обстоятельствах, сопровождавших смерть Улуг-Мухаммада и восшествие на престол хана Махмуда. Умер Улуг-Мухаммад в Казани, написано там, меньшим сыном со своим Якубом, оба ножом резаны от большего сына его Маматяка. Все русские авторы, писавшие о Казанском ханстве, считали необходимым повторять эту выдумку. Однако исчезновение Улуг-Мухаммада со страниц летописи вполне объясняется его естественной смертью, так как хан был уже пожилым, и у него было 3 взрослых сына, участвовавших с ним в былых походах. Предполагать же убийство нет никаких оснований. Зато очевидно, что казанский летописец с избытком пропитан фанатической ненавистью к казанцам и всячески старается представить их злобными дикарями и осмеять несчастья, в которые им приходилось иногда попадать. Искажение фактов изобличается тем обстоятельством, что царевич Якуб, который по русской летописи убит вместе с отцом, был жив в течение ряда последующих лет и продолжал упоминаться в других русских источниках. Обстоятельства царствования хана Махмуда до сих пор совершенно еще неизвестны, так как русские летописи, сообщавшие о войнах с Казанью, об этой мирной эпохе, в течение которой войн между русскими и казанцами не происходило, молчат. Из единственного русского документа, дошедшего до нас от этого времени и упоминающего о Казани, видно, что в 1445 году митрополит московский Иона посылал в Казань 2 слуг с подарками, шубами, платьями, тканями и так далее, и с письмом казанского вельможи Шаптяку, которого глава русской церкви называл приятелем и в уничижительном тоне просил его представительства перед ханом Махмудом. Из этого сообщения можно сделать вывод, что престиж Казани стоял на достаточно высоком уровне, раз русскому иерарху требовалось искать покровительство ханского сановника. Мирные отношения между русскими и казанцами в течение всего царствования хана Махмуда ни разу не нарушались, и 20-летие 1446-66 годов следует считать тем временем, в течение которого преимущественно окрепли торговые связи Казанского ханства с Московским княжеством, и когда Казань окончательно стала центром международной торговли на Волге.
Выгодный договор с русским правительством, заключенный в 1445 году, давал приток из русских территорий денежных средств, которые оставались в Казани, и давали возможность расширять торговые предприятия. Казанцы стали усиленно развивать свою деятельность на поприще международной торговли, и город Казань стал первоклассным центром товарообмена в Восточной Европе. Сюда стекались товары и съезжались купцы из Средней Азии, Сибири, из Персии, Закавказья, со всего Поволжья и из России. Ежегодная ярмарка, происходившая в Казани, получила тоже значение огромного международного рынка, которое раньше имела Болгарская ярмарка, а впоследствии получила Нижегородское всероссийское торжище. Ярмарка собиралась летом после спада полой воды на песчаном Волжском острове против Казани, который имел у русских название Гостиного острова. Здесь находились торговые помещения, амбары и склады, ежегодно затоплявшиеся весенним разливом. Военное могущество Казанского ханства, составлявшее надежную гарантию спокойной торговли, привлекало сюда значительное число переселенцев. В этот период, по всей вероятности, столица ханства особенно обогатилась и разрослась до размеров крупного города, стала многолюдным средоточием мусульманской культуры. В мирное царствование хана Махмуда должна была окончательно сформироваться структура Казанского ханства, сложиться и окрепнуть внутренний строй государства. Хан Махмуд, еще царствовавший в 1461 году, скончался в 60-х годах. Он оставил двух сыновей, Халиля и Ибрагима. На престол тогда вступил хан Халиль. Царствование его было очень непродолжительным, и обстоятельства его совсем неизвестны. Возникал даже вопрос о том, царствовал ли Халиль на самом деле, существование которого засвидетельствовано присутствием его во всех старинных родословных ханов Казанского ханства, но о котором не упоминается ни в одной из русских летописей. Однако о царствовании его говорит дипломат Священной Римской империи Сигизмунд фон Гильберштейн, который называл Халиля Хилиалеком, а также имя его значится в старинном татарском списке ханов казанских, приведенном профессором Фуксом. В течение 60-х годов среди руководящих слоев казанского населения обнаружилась дифференциация и наметилось образование двух политических направлений. В настоящее время по недостатку источников и при непроработанности данного вопроса в научной литературе еще невозможно определить главную линию этой дифференциации и выяснить характер политических направлений. Одно направление, по-видимому, поддерживало существовавший в то время государственный строй. Другое имело значение оппозиции по отношению к правительственному направлению. Во главе оппозиции стоял некто князь Абдуль-Мумин. Хан Халиль скончался в 1467 году, он умер бездетным, и после его смерти ханом был провозглашен его брат Ибрагим. Оппозиция воспользовалась переменой царствования, чтобы добиться влияния на государственные дела, и сделала попытку произвести переворот. Партия Абдуль-Мумина выдвинула нового кандидата на ханский престол в лице царевича Касыма, дяди Халиля и Ибрагима и внука Улуг-Мухаммада. Борьба за престол была обусловлена обстоятельствами из трех категорий: династическими соображениями, партийными направлениями внутри Казанского ханства и иностранным вмешательством со стороны русского правительства. С точки зрения династических соображений, это была борьба за власть между дядей и племянником. Это была борьба между очередным порядком правления и единонаследием верховной власти. Из сыновей Улуг-Мухаммада старший Махмуд получил Казанское ханство, младший Касым был удельным государем в Мещере. По смерти Махмуда, естественно, вставал вопрос, должен ли Касым передвинуться из своего удела на ханский престол в Казани. Если нам ничего не известно о возникновении такого вопроса при хане Халиле, то это может быть объяснено недостатком источников и кратковременностью самого царствования Халиля, в течение которого претензии Касыма могли еще не успеть проявиться. Смерть Халиля вновь поставила на очередь вопрос о престолонаследии, и царевич Касым выступил в качестве претендента.
Партийные направления внутри Казанского ханства, возникшие в 60-х годах 15 века, с трудом поддаются выяснению за отсутствием прямых указаний в источниках. Если же попытаться представить себе характер политических направлений на основании их династических стремлений, то получается следующая картина. Царевич Касым жил далеко вне Казани, и его права на престол были чисто формальными. От него могли ждать чего-то нового в государственном управлении. Царевич же Ибрагим был пред глазами, и от него мы вправе ожидать большего знакомства с текущими делами Казанского ханства. Устранить такого естественного кандидата могло быть выгодно лишь для тех, кто был недоволен существующим строем и желал перемены режима с переходом к власти к пришлому издалека и престарелому кандидату, неопытному в казанских делах. Вокруг Ибрагима, вероятно, объединились все те, кто был у власти в правлении ханов Махмуда и Халиля. Для них новое царствование представлялось непосредственным продолжением предыдущим, и они не желали подвергать себя случайностям новой политики, которая исходила бы от хана, приехавшего в Казань из-за границы. Кандидатуру хана Касыма должны были поддерживать те, кто имел основания ждать политических перемен и рассчитывал играть видную роль при новом правительстве, которое было бы обязано этой группе своей властью. Кандидатура царевича Касыма повлекла за собой вмешательство русского правительства в дела Казанского ханства. Вначале это вмешательство было произведено осторожно, и иностранные вожделения были искусно прикрыты династическими претензиями кандидата. Тем не менее, вскоре истинные намерения русских были разгаданы, и дело дошло до войны. Царевич Касым выступил в качестве претендента на Казанский престол, опираясь не только на свое татарское войско, но и на войско, получившее поддержку от Москвы. Не располагая в Мещерском уделе значительным войском, он обратился к московскому князю с просьбой дать в его распоряжение военный отряд. Русское правительство нашло целесообразным поддержать кандидата и тем самым вмешаться во внутренние дела Казанского ханства. Момент, когда русское правительство решило вмешаться в казанские дела, совершенно отличался от эпохи Суздальского поражения. Правительство князя Ивана III, сменившего несчастного Василия Темного, развивало свою деятельность в совершенно новом широком масштабе и в своем размахе опиралось на рост производительных сил страны, которая успела оправиться и окрепнуть после понесенного поражения. Иван III, вступивший на престол в 1462 году, вскоре же начал проявлять агрессивную политику по отношению к Казанскому ханству, и поддержка, оказанная царевичу Касыму, явилась первым шагом этой политики. С этого времени начинается новая фаза московско-казанских взаимоотношений. При хане Улуг-Мухаммаде казанцы вели наступление против русских. При хане Махмуде оба соседних государства находились в состоянии взаимного равновесия и в мирных отношениях между собой. При хане Ибрагиме началось наступление Москвы против Казани, завершившееся через 85 лет разрушением Казанского ханства. Друзья, ваши комментарии под видео очень важны для нас, поскольку являются прекрасной обратной связью нашей работы. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь своими мнениями об этом видео. Увидимся через неделю. Ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Пока.